Тупик означает безвыходное положение. Так ли оно на самом деле? Что предшествует такому состоянию, после которого происходит стопор? В какой момент мы допустили ошибку? Можно ли было ее избежать? И можно ли назвать это состояние ошибкой? Или это закономерность протекающих в жизни процессов? Естественно, у нас есть в определенной степени независимость. Прежде всего, это независимость выбора, но эта независимость очень маленькая, ограниченная. Жизнь все равно возьмет верх над нашей иллюзией господства. Что же тогда делать в тяжелой ситуации? Сдаваться или сражаться? Ответ и да, и нет. Это означает, что при правильном видении поражение превращается в победу. Так происходит всегда. Тот урок, который ты получаешь в результате внутренних переживаний, он остается навсегда. И он бесценен, и только он помогает тебе возноситься над различными ситуациями, которые не раз попытаются тебя сломить. В момент поражения или тупика ломается твое ложное эго. В момент, когда ты, казалось бы, уничтожен или унижен, в тебе происходит перерождение личности. Стоит только правильно понаблюдать за собой. Ничего сложного в этом нет. Посмотри на все с позиции бренности материального мира, и ты сразу почувствуешь огромную силу. Посмотри на все проще. Это только кажется тяжело. На самом деле, даже в самой тяжелой ситуации ты можешь найти силы для улыбки и возвышенного понимания сути происходящих вещей. После этого начинается восхождение. Сильные духом люди когда-то улыбнулись своим проблемам. Пороки сделают тебя сильнейшим. Твои недочеты дадут тебе дополнительную возможность работы над собой, и ты будешь сильным. Боль твоей личной жизни возвысит тебя над мелочностью и алчностью. Не обязательно, конечно, что каждому человеку придется проходить через испытания. И не обязательно, что они должны присутствовать. Но в данный момент мы не обсуждаем жизнь всех людей. Мы говорим о тех, кто так или иначе оказался или оказывался в тупике. Тупик – это всего лишь слово. По-другому – это возможность, это шанс, это большая и очень нужная перемена. Осознание ценности этого урока сделает тебя бесстрашным. Осознание и реализация урока в сердце сделает тебя добрым и отзывчивым. Осознание, реализация и действие в соответствии с уроком сделают тебя счастливым.